На днях в Центре тувинской культуры прошел первый съезд сказителей. В нем приняли участие сказители из Тувы, Хакасии, Алтая и Киргизии. Об итогах регионального съезда сказителей и Хуэмейжи с международным участием в рубрике «Интервью дня» рассказала главный организатор проекта, получившего поддержку Российского фонда культуры Шурума Бадыра. Здравствуйте, Шурума Григорьевна. Расскажите, пожалуйста, о съезде сказителей Хуэмейжи. Это ведь проект Тувинского союза Хуэмейжи, поддержанный Российским фондом культуры. Добрый день. Да, действительно, региональный съезд сказителей Хуэмейжи, прошлое и настоящее, проводился под руководством Союза исполнителей горлового пения Хуэмей Республики Тыва при поддержке Российского фонда культуры. В начале 2021 года Союз подавал заявку на получение гранта на проведение данного съезда, и мы получили, нам одобрили. Изначально съезд планировался на 1 и 2 ноября, то есть ко дню тувинского языка в нашей республике, но из-за понятных нам причин перенесли на 11 и 12 ноября. 24 участника из Тувы, Хакасии, Алтая и Киргизии. Как вы думаете, это много или мало? Это очень хороший результат. Если честно сказать, мы не ожидали, что будет так много участников в данном конкурсе. То есть это конкурсная часть данного съезда. 19 человек из нашего региона, то есть из Республики Тыва. Это очень хорошее качество. Это отрадно, что среди нашего населения есть интересующие о сказительском искусстве. И 5 человек – это наши приглашенные гости из других наших регионов. Расскажите, пожалуйста, еще какие задачи были у организаторов перед проведением мероприятия? Это, конечно же, самая основная цель и самая основная задача – это возрождение сказительского искусства, популяризация среди подрастающего населения, также сохранение сказительского искусства как нематериального культурного наследия тувинского народа. И как вы думаете, удалось выполнить данные задачи? Да, в рамках данного съезда проводилась научно-практическая конференция, конкурс, и на участие, то есть во время конкурса приехали участвовать в основном молодое поколение, то, что нас очень обрадовало. И мы очень уверены, что в будущем есть второе дыхание, что в будущем наше молодое поколение продолжит данное искусство наших предков. Расскажите, пожалуйста, также о победителе конкурса сказителей Начын Салчак. Что вы о нем знаете? Почему жюри выбрало именно его? В 2016 году Центр тувинской культуры проводил также конкурс сказителей на республиканском уровне. Именно на этом конкурсе Центр тувинской культуры заметил Начына. Почему? Потому что именно в нем были сохранены, во-первых, традиции исполнения, аутентичный вид исполнения данного искусства. И с 2016 года Центр тувинской культуры тесно работал вместе с Начыном. То есть мы с ним проводили лекции, мы ему давали материалы, то есть сказители наших предков, отправляли его в другие регионы для участия в подобного рода мероприятиях. И Салчак Начын и в этом году, в этом съезде поразил своими способностями, своим потенциалом, что именно у него сохранился наш эпос тувинского народа. И поэтому это заметили и другие члены жюри, которые были приглашены из других наших регионов. Какие решения были приняты по итогам обсуждений научно-практической конференции? На научно-практической конференции обсуждались темы, то есть название конференции
был устный и музыкальный фольклор тувинского народа как часть нематериального культурного наследия народов России. И, конечно же, были приняты решения дальше популяризировать сказительское искусство, проводить мероприятия, конкурсы. И в целом общим решением было принято создание законопроекта о сохранении носителей, хранителей тувинского фольклора. Также Центром тувинской культуры совместно с Союзом Хуймежи в дальнейшем будем разрабатывать индивидуальные программы и программы для кружковых занятий, чтобы дальше это все передавалось нашему молодому поколению. То есть как горловое пение они будут приходить на отдельные индивидуальные занятия, получать мастер-классы по сказительскому искусству. Как говорится, есть 3 составляющих в сказительском искусстве. Это первое – дар сказителя толчу, второе – это сохранение традиционного исполнения текстов, и третье – это, конечно же, слушатель. То есть 3 этих составляющих, они вместе тесно связаны. По поводу законопроекта тоже расскажите, пожалуйста. Законопроект о сохранении хранителей, носителей тувинского фольклора. То есть будем разрабатывать, чтобы это было внесено именно в законопроект, чтобы оно охранялось именно законом, рассматривалось дальше, и чтобы дальше сказители, статус сказителя повышался именно потому, что в сказителе есть, именно в нем существует дух народа. И благодаря ему дальше будет у нас духовное развитие нашего народа. Какие планы есть у Центра тувинской культуры в дальнейшем по развитию сказительства? После завершения данного съезда, конечно, мы всем коллективам, членами Союза, вместе с нашими критиками обсуждали, что дальше и как будет дальше жить данный проект, то есть сказители и эпос, и пришли к выводу, что будем дальше продолжать, то есть Центром тувинской культуры планируется проведение отдельного такого вечера сказительства. Допустим, мы будем организовывать вечер сказительства, будем объявлять такого-то числа, такое-то героическое сказание исполняет, допустим, обладатель гран-при с первого съезда сказителей и хуймежи. И так дальше постепенно будем внедрять программы, планы в дошкольные образовательные учреждения и совместно будем работать с Министерством образования, чтобы это все было включено в школьную программу именно нашего региона. Когда еще будет проводиться подобный съезд? В ближайшее время мы дальше будем работать именно по популяризации данного вида искусства. И буквально тоже, наверное, через 2-3 года, наверное, тоже как будет возможность, мы обязательно будем проводить данный съезд, потому что от населения также и от участников, и от приглашенных гостей мы получили только положительные эмоции. Спасибо за ответы, Шурма Григорьевна. Вам спасибо, благодарю. До свидания. До свидания.